Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это обзор на Варган Дмитрия Глазырина. Чингисхан. Чингисхан – это такой якутский Дед Мороз, покровитель зимы, северного ветра, который часто выступает в образе снежного быка. Досмотри этот обзор до конца, и ты поймешь, почему у этого варгана такое интересное и затейливое название. А теперь давайте рассмотрим варган поподробнее. Первое, что бросается в глаза, это уже известная нам технология варганов Глазырина, когда язычок вырезан в цельной пластине и образует с корпусом вот такую монолитную конструкцию. С одной стороны, это обеспечивает довольно узкие зазоры и качественный звук. Звук мы еще послушаем. А с другой стороны, варган имеет довольно привлекательный дизайн, очень красивым и индивидуальным узором. Какие плюсы этого варгана? Ну, во-первых, очень удобная эргономичная форма. Этот варган похож на другую модель Дмитрия Глазырина. Если ты знаток варганов Глазырина, оставь, пожалуйста, комментарий, на какую модель похож данный инструмент. Мне лично очень нравится эргономика. Варган прекрасно лежит в руке и довольно удобен при разных видах хвата. Я предпочитаю держать вот так. Главная фишка этого варгана – это его воздушность. Инструмент буквально заводится с одного касания. И прекрасно звучит именно на дыхании. То есть это инструмент, который нужно раздувать и раскачивать диафрагмой. Это варган, который лучше всего раскрывается в среднем, в умеренном темпе с активной артикуляцией. Именно якутские звукоподражательные приемы, подражание голосам животных, птиц, голосам природы, очень хорошо удаются на этом варгане. Что касается двустороннего боя, то здесь варган очень послушный, ввиду довольно мягкого язычка, но нужно быть внимательным при двустороннем бое из-за очень маленьких зазоров. У новичков варган может цокать, опытные варганисты вполне справятся с этой проблемой. Что ж, давайте послушаем, что может этот варган, а потом я скажу свое мнение. Варган Глазырина Чингисхан. Моя импровизация.
Ставь палец вверх, если тебе понравилась моя импровизация. Напиши в комментариях, какая из двух вариантов импровизации с двусторонним боем или с верхним кистевым тебе понравилось больше. На мой взгляд, этот варган претендует на универсальность. Главный плюс этого варгана – это отзывчивость на дыхание, на артикуляцию, на двусторонний бой. Инструмент очень податливый и очень послушный, и поэтому подходит новичкам. Второй плюс – это, несомненно, его эргономика и удобство. Варган классно, удобно лежит в руке, хорошо работает на разные виды боя и хорошо подойдет в качестве первого инструмента. Третий плюс – это цена. На текущий момент этот варган до 2000 рублей, что делает его доступным для новичков и прекрасным подарком в качестве первого варгана. Если вы любите громкий, яркий, выразительный звук, без претензий на чистоту и обертонистость, поскольку у этого варгана в голосе присутствует такой явный, характерный уральский треск, я вам рекомендую варган Чингисхан. Отличный варган за свои деньги. Если вам понравился этот варган и мой обзор на него, ставьте палец вверх и приобретайте его по ссылке в описании. Также я рекомендую вам подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и подписаться на мои социальные сети: Instagram, Facebook, ВКонтакте. Там вы найдете фотографии разных варганов, еще больше обзоров и много полезных статей. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Это был обзор на варган Дмитрия Глазырина Чингисхан. Напиши в комментариях свое мнение об этом варгане. Что ж, играйте на хороших варганах, приобретайте их в моем магазине. Всем пока!